В эфире еженедельная информационно-аналитическая программа «События недели». С вами Елена Лолуа. Здравствуйте. 20 лет назад, в октябре, на базе Рицинского заповедника был создан Рицинский реликтовый национальный парк. О сегодняшнем его состоянии и перспективах развития Рицинского парка, о том, как прошла международная научная конференция, посвященная этой дате, нам расскажет гость в студии. А пока давайте вспомним, чем жила республика эту неделю. В понедельник, примерно в 7 часов 10 минут утра, в Сухуми на территории ГТРК произошел взрыв. Сработало самодельное взрывное устройство мощностью около 200 грамм в тротиловом эквиваленте. Преступник, пытавшийся привести взрывчатку в действие, погиб. Позже было установлено, что взрывное устройство было начинено поражающими элементами, что подчеркивало намерение злоумышленника направить его против людей. В тот же день президент Рауль Хаджимба провел экстренное совещание с руководителями силовых структур Абхазии. Глава государства поручил правоохранительным органам провести необходимые оперативно-следственные мероприятия по установлению личности погибшего, его возможных сообщников и организаторов происшествия. Президент также поручил усилить охрану важных объектов жизнеобеспечения и мест скопления людей. Уже вечером того же дня было сообщено, что правоохранительными органами установлена личность человека, погибшего при взрыве на территории гостелевидения. Это не гражданин Абхазии, однако его имя и мотивы преступления в интересах следствия не разглашаются. Ответственность арендаторов объектов государственной собственности, которые не выполняют условия договора аренды, будет ужесточена. Об этом шла речь на совещании, которое провел Рауль Хаджимба с членами правительства. Глава государства отметил, что будут прекращены договорные отношения с теми арендаторами, которые не выполнят обязательств по договорам аренды и приватизации. Президент также подчеркнул незаконность строительства объектов в местах общественного пользования и в парковых зонах. Исполняющий обязанности главы Гальского района Тимур Надарая на пресс-конференции в Арс Мира отчитался о работе за 9 месяцев этого года. Вместе с ним приехали руководители администрации 6 гальских сел. Гальский район – один из самых спокойных и стабильных районов Абхазии, сказал Тимур Надарая. Если в прежние годы фиксировались регулярные похищения людей, то в 2016 году не было ни одного такого случая. Тимур Надарая сообщил, что на средства российской финансовой помощи в районе проложена новая автомобильная дорога протяженностью 32 километра, которая связывает нижнюю зону Гала с КПП «Ингур». Проведены работы по реабилитации водонасосных скважин. Из 24 многоквартирных домов отремонтированы подвалы 6. Одна из серьезных проблем в Гальском районе – это документирование населения. Из 30 тысяч жителей только 340 человек имеют подтвержденное абхазское гражданство. Тимур Надарая попросил депутатов принять поправку в закон о статусе иностранного гражданина, которая позволит жителям Гальского района получить вид на жительство. В Общественной палате пополнения путем конкурсного отбора в эту общественную организацию приняты 11 представителей городов и районов республики. Кандидатуры представлены органами местного самоуправления. До 25 октября в Общественной палате продолжится прием заявлений от представителей политических партий, общественно-политических движений и общественных объединений. Снова к избирательным урнам. 10 декабря пройдут повторные выборы депутатов парламента по Сухумским избирательным округам номер 1 и номер 2. Такое решение было принято на заседании Центральной избирательной комиссии в соответствии с законом о выборах депутатов Народного собрания парламента Абхазии. Выборы назначены в связи с досрочным сложением полномочий депутатов Даура Аршба и Аслана Кубахи. Регистрация политических партий, избирательных объединений, инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты будет проходить с 21 октября по 20 ноября. Развитию банковской системы было посвящено совещание, которое провел Рауль Хаджимба. Председатель Национального банка Абхазии Беслан Барателя сообщил, что банк исправно выполняет свои обязательства по выплате субординированного кредита. На сегодняшний день уже выплачено 264 миллиона рублей, а к концу 2020 года обязательства должны быть погашены в полном объеме. Председатель Нацбанка подробно рассказал и о реализации программы кредитования населения, а также малого и среднего бизнеса. В Гале 19 октября состоялась очередная встреча по предотвращению и реагированию на инциденты. Обсуждался ход расследования уголовных дел по преступлениям, совершенным в Галском районе за последние 10 лет. На встрече также обсуждались инциденты, связанные с нарушением воздушного пространства Грузии и неизвестными беспилотными летательными аппаратами. В целом встреча прошла в конструктивной атмосфере. Следующая встреча МПРИ состоится в Гале 11 ноября 2016 года. Заседание Совета безопасности 20 октября было посвящено ситуации в СИЗО Дранда. Необходимо изменить условия содержания заключенных, повысить заработную плату сотрудникам СИЗО и обеспечить изолятор необходимым техническим оснащением, говорил на заседании президент Рауль Хаджимба. Министр внутренних дел Аслан Кубахи сообщил, что условия содержания преступников не меняются на протяжении 23 лет. По его словам, побег из СИЗО Дранда возможен при условии халатного отношения сотрудников изолятора к своей работе или предательства с их стороны. Министр внутренних дел добавил, что из-за низкой заработной платы в СИЗО идут работать неохотно, штат не укомплектован на 60%. Президент поручил премьер-министру Беслану Барцис при формировании бюджета на следующий год заложить необходимую сумму для решения имеющихся в тюрьме проблем.
На очередном заседании Кабинета министров члены правительства определили льготные для инвесторов территории Абхазии, приняли проект постановления об осуществлении государственного потребительского надзора в сфере торговли и общественного питания, утвердили положение о порядке лицензирования деятельности по сбору, хранению, переработке и реализации, в том числе экспорту лома черных и цветных металлов, а также передали в аренду фирме «София» сроком на 15 лет оборудование по производству пластиковой тары. Министерство здравоохранения республики закупает вакцину от гриппа, а уже в ноябре жители Абхазии смогут сделать прививки. Об этом заявили представители Минздрава на пресс-конференции в медиацентре «Спутник Абхазии». Уже закуплено более 40 тысяч доз, сообщил главный санитарный врач страны Владимир Бирулава. С 15 ноября вакцина будет распределена по районам страны. Прививка против гриппа поможет легко перенести сезонную эпидемию инфекционной болезни, отмечают медики. Гидрофизический институт Абхазии совместно с Институтом экологии проводит исследования морского дна и морской воды с помощью аппарата «Дельфин». Аппарат предназначен для проведения работ в прибрежных и внутренних водах. А вот место проведения исследования на Маякском мысу выбрано не случайно. В этом месте происходит резкий перепад глубин. Все данные, зафиксированные в капсуле, хранятся в Гидрофизическом институте. Научная конференция, посвященная столетию со дня рождения выдающегося абхазского ученого-этнолога, историка, литературоведа Шалвы Иналыпа, состоялась в Агу. Представители научного сообщества, студенты филологического и исторического факультета Абхазского государственного университета выступили с докладами о жизни и научной деятельности ученого. В Сухумском русском театре драмы премьера. Театральный сезон открылся спектаклем «Рождество в доме Купьела» по пьесе Эдуарда де Филиппа в постановке главного режиссера Архангельского театра драмы имени Ломоносова Андрея Тимошенко. На этой неделе завершился 4-й международный арт-пленэр «Краски осени Абхазии». В этом году он собрал более 60 участников из Абхазии, разных городов России и Турции. В рамках арт-пленэра его участники посетили мастер-классы художников, а также совершили экскурсии по живописным местам Абхазии. Именно там участники арт-пленэра писали свои картины. По итогам арт-пленэра были выбраны лучшие работы. Первое место среди художников занял Василий Кукса из Алтая, среди студентов Камила Аршба, а гран-при удостоен Николай Буртов из Москвы. Вот такая информационная картина сложилась на этой неделе. А теперь побеседуем о сегодняшнем состоянии и перспективах развития Рицинского реликтового национального парка. Гость нашей студии сегодня – заместитель директора Рицинского национального парка Инга Таня. Здравствуйте, Инга Васильевна. Здравствуйте. На этой неделе, в этом году, Рицинский реликтовый национальный парк отмечает юбилей, ему 20 лет. Давайте напомним телезрителям, что парк был создан в 1996 году на базе Рица-Аватхарского заповедника. Администрацией парка была проведена научная конференция. На этой неделе она прошла, на которую съехались экологи из Абхазии и России. Было очень много гостей. Мы не очень много освещали это мероприятие, но оно очень важно. И мы хотели бы, чтобы вы поподробнее рассказали об этом событии. Кто приехал, какие доклады звучали, для чего нужна была эта конференция. Вот поделитесь своими впечатлениями об этой конференции. Приехало гостей около 50 человек из разных регионов Российской Федерации. Конечно же, активное участие приняли все организации, учреждения Республики Абхазия, поддержали нас в проведении данного мероприятия. Большие делегации были представлены из Крыма, Республики Башкортостан. Также были представлены представители заповедников России, такие как Жигулевский заповедник, Воронежский заповедник, Смоленское Поозерье и ряд других заповедников. Калининград, Куршская коса. Мы получаем письма от участников конференции, где они выражают слова благодарности в знак всему коллективу национального парка, который организовал не только международную конференцию, но и праздник для всех, кто приехал. Естественно, вы их повезли на экскурсию в Рицинский парк, они осмотрели его. Что они сказали, как они оценили состояние Рицинского парка вот на текущий момент? Конечно же, они были очень приятно удивлены состоянием и сохранением тех природных богатств, которыми мы обладаем, и организационной деятельностью, организацией в самом национальном парке. Организация конференции, она возникла не случайно, эта идея. В начале года, когда мы разрабатывали план работы отдела науки и экологического просвещения, мы отметили, что ряд мероприятий будут проведены, которые будут посвящены юбилейному году. Это эколого-просветительская работа в школах, проведение праздников Дня птиц, проведение акций «Чистый город» и так далее.
Значит, с апреля месяца были разосланы информационные письма во все заповедники и национальные парки России. И все, кто отозвались, прислали нам заявки. Мы их зарегистрировали и начали формировать список участников конференции. Также одна из задач, которая стояла перед отделом науки и экологического просвещения, это создание юбилейного сборника, посвященный 20-летию национального парка. Фотоальбом. Это вот этот фотоальбом. Да, это фотоальбом, в котором даны все природные компоненты национального парка. Это и геологическое строение, и рельеф, и растительность, и животный мир, и просто красивые, уникальные ландшафты национального парка. В последние годы с нами вплотную работает Сочинский национальный парк. У нас очень много совместных экспедиций, и в ходе этих экспедиций мы фотографируем вот эти уникальные, интересные объекты. Это растительного и животного мира. И мы хотели бы донести этим фотоальбомом, показать, какая уникальная природа, которую нужно сохранять. Инга Васильевна, давайте посмотрим сюжет, подготовленный нашими корреспондентами, о том, как проходила конференция, а потом вернемся к нашему разговору. С 15 по 19 октября в Гудауте проходила международная юбилейная научная конференция, посвященная 20-летию Рицинского реликтового национального парка. В 1996 году по инициативе первого президента Абхазии Владислава Арденба парк был создан на базе Рицинского заповедника. На территории национального парка сохранились в первозданном виде уникальные ландшафты Западного Кавказа с древнейшими представителями флоры и фауны. Именно этим парк представляет большую научную ценность. Вот почему на юбилейную конференцию съехались более 50 ученых с мировым именем. На торжественном открытии выступила директор Рицинского парка Рита Лолуа. Она пожелала участникам конференции успешной плодотворной работы и поиска новых путей решения проблем в области охраны природы. Рита Лолуа отметила, что Рицинский национальный парк стал излюбленным местом посещения, для сохранения которого требуется особый режим охраны и регулирование ежегодно увеличивающихся потоков туристов. В настоящее время Рицинский реликтовый национальный парк является уникальным природоохранным учреждением и одним из рекреационных объектов, ежегодно пополняющих бюджет Республики Абхазия. На сегодняшний день только по реализации билетов мы уже достигли сумму 200 миллионов рублей. Но мало кто знает, сколько труда вкладывают сотрудники национального парка для того, чтобы турист любовался этими красотами. Советник президента республики Владимир Зонтаря зачитал приветствие главы государства участникам научного форума. С 20-летием Рицинского парка сотрудников поздравили ученые из Адыгеи, Воронежа, Башкирии, Республики Крым, Санкт-Петербурга и других регионов России, а также представители научных кругов Абхазии. О сегодняшнем состоянии и перспективах развития Рицинского парка участникам конференции рассказала заместитель директора заповедника Инга Таня. Заместитель директора Сочинского национального парка Борис Тунеев отметил, что у двух парков давно налажено плодотворное сотрудничество. Мы участвуем, в общем-то, в совместной работе Рицинского национального парка уже не первый год и приезжаем сюда в течение года много-много раз. Юбилей вообще проходит блестяще, организован очень замечательно, и свидетельство тому большое количество гостей. Это наш уже 5-й или 6-й приезд, потому что у нас совместные исследования, у нас еще много-много общего, что мы должны делать, я думаю, не только здесь, но еще и в Кадорском ущелье. В ходе конференции состоялись рабочие заседания в секциях. Ученые зачитали доклады по проблемам изучения и охраны природных экосистем, мониторингу природных экосистем и изучения биоразнообразия. Участники конференции, посвященной 20-летию Рицинского реликтового национального парка, не могли не побывать в самом парке. До озера Рица, которое так привлекает туристов, почти 40 километров. Однако и по пути есть на что посмотреть. Это и голубое озеро, и горные водопады, и реки, высокие скалы. Каждую деталь окружающей природы хочется сохранить в памяти и запечатлеть на видеокамеры. Для посетителей парка организован рафтинг, сплав по реке, и тарзанка, прыжки над водой и многое другое. Время по дороге до Рицы со всеми остановками проходит незаметно. Достопримечательность, пользующуюся популярностью, необходимо содержать в надлежащем виде. Это понимает и руководство Рицинского реликтового национального парка. Незахламленные мусором и бытовыми отходами обочины дороги свидетельствуют, что соблюдение порядка и чистоты на территории парка в приоритете. Для удобного перемещения автотранспорта постоянно мониторится состояние дороги, и при необходимости ведется ямочный ремонт. Ремонт был произведен и в 2 тоннелях. Надо сказать, что по инициативе руководства парка у горных рек на протяженности трассы до озера Рица строятся вот такие строения.
где каждый желающий может расположиться на пикник. Безусловно, при условии соблюдения чистоты и порядка, а мусорные урны, благо, предусмотрительно расставлены. В 16 километрах вверх от озера Рица находится Ауатхара, которое также пользуется популярностью у туристов. В пансионат, принадлежащий Рицинскому парку, приезжают отдохнуть в горной тиши немало и жителей Абхазии. Дорога здесь каменистая, и кроме того, в 12 местах ее пересекают маленькие реки и водопады. Для них сооружены отводы, которые периодически необходимо прочищать. В самой Ауатхаре реконструирован большой мост. В последний раз его ремонтировали в 2004 году. Старые балки износились, была опасность провала. Мост востребован среди туристов и пастухов. По нему ездят машины и гонят скот на пастбище. Конечно, есть в Рицинском парке и проблемы. Главное из них – очистные сооружения. Действующее построено еще в 70-х годах прошлого столетия и давно нуждается в ремонте. На это потребуется более 30 миллионов рублей. По словам Риты Лоло, строительство новых очистных сооружений вложено в бюджет парка в будущем году. Здесь надеются своими силами решить эту проблему. Амра Амичба, Алексея Гухава, Ада Мурдженя, Абхазское телевидение. Рицинский парк, да, это не только любимый туристический объект, но и прежде всего это научно-исследовательское учреждение. Вот эта миссия, по мне, так это самое важное у Рицинского парка. Там ведь произрастают более 100 видов растений, которые нигде больше в мире не встречаются. Вот какие работы вы проводите по сохранению вот этих видов растений, эндемичных видов растений, и какие еще исследовательские работы вы проводите на территории парка? Несколько выбрано основных тематик, по которым ведутся научные исследования. Первое – это изучение флоры и растительности национального парка. Это сотрудничество с уфимскими геоботаниками. Там несколько ученых, которые представляют разные учреждения. И на протяжении 5 лет ведется работа по выявлению флоры национального парка. И вот один из докладов, который был представлен на пленарном заседании, это был совместный доклад по изучению флоры и растительности нацпарка. Также у нас ведутся гидрологические исследования, изучение уникальных высокогорных озер Рицинского реликтового национального парка и очень злободневная вопрос и проблема, которая возникла в Абхазии, это изучение состояния самшита. В каком состоянии самшит? Ведутся обработки по сохранению самшита. То есть до сих пор продолжаются? Продолжаются, да. Но настолько агрессивный вид, что он уничтожает, к сожалению, наш самшит. И хочется отметить, что там, где идет интенсивная обработка, самшит сохраняется. То есть обработка помогает, дала результаты? Да, дала результаты и помогает, но из-за сложности рельефа и недоступности многие самшитовые сообщества из самшита, они начали усыхать и погибают. Но еще ученые отмечают, что там, где крупные экземпляры, они пытаются выжить в этих сложных условиях. И наблюдаются такие моменты, где заново происходит рост, стеблей, листьев и вторичное прорастание, возобновление наблюдается. То есть можно делать такой оптимистичный прогноз, что хотя бы на территории Рицинского парка часть самшитовых насаждений будет сохранена, да? Коллектив будет стараться, чтобы сохранить, особенно в доступных районах, где недоступно нам сложно будет, но мы будем стараться сохранить небольшие участки самшита. Территория Рицинского парка, она ведь поделена на 2 зоны. На заповедную, да, где любая хозяйственная деятельность запрещена, и на рекреационно-хозяйственную деятельность. В 2015 году парламентом Абхазии было принято постановление об особо охраняемых природных территориях, согласно которому запрещается любое новое строительство на территории природоохранных зон. Как это реализуется у вас в национальном парке? В настоящее время на территории национального парка не ведутся новые строительства. Единственное, нужно отметить, что многие объекты, которые существовали здесь с 1947 года на базе Рицинского комбината, позже, когда был создан национальный парк, они были переданы, и эти объекты перешли на баланс национального парка. Они в настоящее время
некоторые из них, не все, реконструируются. Почему? Потому что они выглядят в ненадлежащем уровне. То есть, когда любители природы приезжают и видят ветхие здания, которые нарушают ландшафт, есть такая необходимость их воссоздания на том же месте, в тех же площадях. То есть сделать более приглядный вид. Да, сделать придать им более приглядный вид. Да. Давайте теперь поговорим о посещаемости этого объекта туристического. Вот сколько в этом году за 10 месяцев уже посетила Рицинский национальный парк, сколько денег оставлено в кассе и сколько перечислено в виде налоговых поступлений в бюджет республики? На данный момент Рицинский реликтовый национальный парк посетило 600 тысяч людей. Реализовано билетов на 200 миллионов рублей. От деятельности предпринимателей поступило 7 миллионов рублей. Наши платежи в бюджет и внебюджетные фонды составило 94 миллиона рублей. Но для того, чтобы действовали экскурсионные программы и дальнейшее развитие туризма на территории национального парка, мы ведем хозяйственную деятельность. И поэтому на ремонт дорог в этом году было потрачено 8 миллионов рублей. А также закуплена спецтехника на 4 миллиона рублей. Новая спецтехника по уборке мусора. Вот. Почему? Потому что убирается мусор не только по трассе Бзыбрица, а также спецтехника должна подниматься и на Ауатхару, и на Гекский водопад, и в сторону Кучбаяшты. И поэтому здесь нужна специализированная машина, которая убирает этот мусор. А куда вы вывозите мусор? Весь мусор с Рицинского реликтового национального парка вывозится на мусорный полигон города Гагра. Одно из ярких мест Рицинского парка – это, естественно, озеро Рица. При вот такой колоссальной посещаемости людей, как удается озеро сохранить в чистом виде? Очень много проводится работ по благоустройству берега, чтобы люди, которые приезжают, подходя к смотровой площадке, видели красивое дно озера, чистое дно. И поэтому ежегодно весной и осенью убираются выносимые рекой Лашипсе в озеро деревья. В этом году мы приступим к ремонту очистных сооружений. В этом году у нас основные силы были брошены на район Ауатхара. Если в прошлом году основная деятельность хозяйственная велась от, значит, контрольно-пропускного пункта до озера Рица, то на сегодняшний день осуществляется работа, и сегодня даже трудятся ребята с озера Рица до Ауатхары. Благоустраивается, расширяются территории, очищаются дороги, улучшается состояние мостов. И нужно сказать, что только на ремонт мостов от Рицы до Ауатхары было потрачено 2 миллиона 600 тысяч рублей. На благоустройство территории вот вдоль этой всей дороги и в урочище Ауатхара до 13 миллионов рублей. И в этом году был приобретен дизель для работы бесперебойного энергоснабжения 10 сборно-разборных домиков и 34-местной гостиницы на Ауатхаре приобретен дизель стоимостью 1 миллион рублей. Завершив работу на Ауатхаре, мы приступим к очистным сооружениям. В данный момент куда стекаются стоки? Действует старая система, которая нашими сотрудниками коммунально-энергетической службы постоянно они осуществляют контроль за этой системой, чтобы не было никаких стоков, выбросов в озеро. И по возможности все это поддерживается в том виде, в каком оно дошло до настоящего времени. Рицу посещают ведь не только летом, но и зимой. Она зимой очень красивая и заснежена. И возникает проблема с передвижением. Вы планировали приобрести спецтехнику по уборке территории трассы, Рицинской трассы от снега. Удалось ли эту спецтехнику купить? Да, спецтехника закуплена на 4 миллиона рублей, и только в благоприятных условиях природно-климатических, когда будет небезопасно
граждане Абхазии будут пропускаться на территорию вообще Рицинского реликтового национального парка, и им будут говорить о маршруте, до какого места безопасно. Это все зависит от погодных условий. В случае опасности наши граждане должны принимать во внимание, что непредсказуемые условия, которые там могут возникнуть, может привести к нежелательным последствиям. Вы планировали завести саженцы и создать питомник по выращиванию ели, и планировали завести мальки форели, чтобы потом выпустить в озеро Рица. Удалось ли осуществить этот проект? Эти мероприятия осуществлены на территории национального парка еще весной, ранней весной были выпущены мальки форели в устье реки Лашипсе. Была подготовлена еще передача по этому поводу, и она была представлена на абхазском телевидении. А также, не доезжая Юбшарского каньона, было высажено 100 саженцев ели для пополнения или же пустот, которые образовались вдоль дороги. Создание питомника мы не занимались еще, а постоянно ведутся работы, в природных окнах идут посадки. В прошлом году, по-моему, вы фиксировали факты браконьерства. Как сейчас обстоят дела? Фиксируете ли вы эти факты? После настоятельных просьб и встреч мы добились того, что и нашли понимание среди граждан Республики Абхазия. И я хочу сказать, что буквально в преддверии этой конференции мы выезжали с сочинской группой в одно из лесничеств, не буду оглашать, и мы там встретили медведицу с 2 медвежатами, которые перебежали прямо перед нами. И часто стали наблюдать, что зверь не пугается в связи с усиленной охраной и режимом, и больше мы наблюдаем их на территории национального парка. Инга Васильевна, спасибо за интересную беседу. Спасибо, что пришли и ответили на наши вопросы. Спасибо. До свидания. До свидания. Уважаемые телезрители, а я напоминаю, в студии была заместитель директора Рицинского национального парка Инга Таня. А мы продолжаем программу. В субботу в Очимчире простились с Евгением Гадлия, начальником охраны командира ополчения ДНР Арсения Павлова, известного по прозвищу Моторола. Гадлия погиб в результате теракта вместе со своим командиром 16 октября. Евгений Гадлия родился и вырос в Донецке, а воевать начал вместе с Моторолой, вступив в штурмовое подразделение «Спарта». В качестве позывного он выбрал имя Гога. Евгению Гадлия было 35 лет. Его отец принял решение похоронить сына в Абхазии на родовом кладбище в селе Тамыш Очимчирского района. Вот что рассказывают об Евгении Гадлия его родные и друзья. Он был с первого дня у командира батальона «Спарта» Арсения Павлова. 16 октября был мне последний разговор со служебной работы. И 22 часа вечером произошел взрыв в лифте, и они оба героически погибли. Я, когда уже услышал, я решил его похоронить, где родился, свою родную землю. И он здесь с детства всегда отдыхал с дедушкой, всегда общались. Это наша земля, которая достойно себя проявил, и который верил в то, что если Абхазия завоевала свою независимость, то по силу это любому народу, который к этому стремится. И не задумываясь, он взял в руки оружие, так как он и этническая его родина Абхазия, но вырос он там, в Донецке, потому что его отец с 1976 года работал там в шахте. Когда отец ушел на пенсию, Гога пошел вместо него. Трудился, и когда только начались напряженки, Славянск, он, не задумываясь, взял в руки оружие и пошел защищать. На сегодня это все, о чем мы планировали вам рассказать. Спасибо, что смотрели нас. Всего вам доброго и до свидания.